Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что за вас решила судьба? Что вас ждет? Если тема интересна, присоединяйтесь. Загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, так и спросите, что за меня решила судьба, что меня ждет. И давайте будем смотреть. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Мощно, очень мощно. Что же за вас решила судьба? Судьба решила подарить вам счастье. Счастье, радость, удовольствие. Понятно, что отсыпочка общая, но раз вы присутствуете на этом видео, значит здесь для вас очень много важной и полезной информации. Давайте пойдем по порядку. Здесь у меня идет личностный рост. Здесь у меня человечек меняет форму, меняет внешность и меняет свое место, свою ступенечку, да, на этой огромной лестнице жизни. Причем поменяете вы не одну ступенечку, тут минимум 10, а то и более ступенечек пролетите в одно мгновение. Вам повезет, вы окажетесь волей судьбы среди общества очень интересных, добрых людей, людей со связями, людей с возможностями. И эти люди примут вас как свою. Вот в свой круг примут, и каждый кусочком себя, кусочком своих возможностей именно с вами поделится. Вы представляете? Не от одного человека, не от двух, не от трех. Здесь минимум человек 10, а то и 15, кто будет вам помогать и кто будет вас и поддерживать, и подталкивать, и даже кого-то будут пропихивать. Замечательно. Вы не только займете очень важную позицию в жизни, но вы и действительно поменяетесь. Идет и преображение, и кардинальная перемена в вашем сознании, в ваших повадках, в вашем поведении. Вы уважать себя станете. Вас все начнут в первую очередь уважать, а потом уже вы примете это уважение, да, и сами себя зауважаете. Вам, кстати, этого очень по жизни не хватает. Вы себя обесценили, очень-очень обесценили. Вы себя не любите, понимаете? Это очень плохо. Судьба говорит, это неправильно, так не должно быть, и так оно не будет. Вот. Увидя любовь к вам, вы сами себя полюбите. Увидя уважение к вам, вы и сами себя зауважаете. Здесь нет какого-то героизма, здесь нет каких-то ваших сверхпоступков. Нет. Здесь идет именно открытие истины. Вас есть за что уважать. Вы никому ничего не должны доказывать. Никому и ничего. Вы уже все всем доказали. Ну, правда, что себе только не доказали. Вы себя полюбите. Идет почет и уважение к вам. Кто-то станет большим начальником. Действительно начальником. Не по названию, а по действию. Вас люди будут и хвалить, и ценить, и на кого-то прям молиться будут. Да? Настолько вы хороший начальник. Кто-то из вас станет гуру, педагогом, учителем, наставником. Вам есть чем поделиться с окружающими. Ваши знания, ваша подача, ваши навыки, ваш опыт, они невероятно ценные. Мои хорошие, вы хранитель каких-то невероятных ценностей, вот именно знания, смекалка, опыт, но уж как-то все это слишком законсервировано.
Вот идет момент, когда вы все это из себя достанете. Достанете и будете пользоваться не только для себя, но и для тех, кто вас окружает. Я не могу сказать вам точно, кем вы будете работать, либо чем вы будете заниматься. Но вокруг вас я вижу людей, которые тянут к вам руки за знаниями. Именно знания, подсказки, советы, ваш опыт, наставления, рекомендации. Вот за этим будут тянуть руки. И вы никому не откажете, вы всем поможете. Вы каждому из просителей поможете сделать жизнь лучше, либо решить ту или иную проблему. Вот. Кстати, будете получать от этого очень серьезное, такое прям мощное моральное удовольствие. Вот. Авторитет у вас такой прям мощный пойдет. Сами себя бояться будете, да, либо сами себе удивляться будете. Вот столько лет жила, да, и не догадывалась, что я могу быть настолько полезным и важным человеком. Идем дальше. Что еще за вас решила судьба? Судьба решила устроить вашу личную жизнь. Да, именно личную жизнь. Смотрите, у меня здесь две картиночки. Здесь у меня пара и здесь у меня пара. В левой и в правой стороне. На одном и том же уровне они находятся, эти картиночки. Но есть одно существенное различие. Если мы смотрим на левую сторону, то здесь у нас люди с рогами, с дырками, с пустыми карманами. А в правой стороне у нас люди улыбаются, головы у них правильные, карманы у них набитые. И смотрите, детишки есть. Может быть дети, может быть внуки. У каждого по-своему отыграется. О чем это говорит? Возможно, сейчас вы находитесь в очень скверных отношениях, которые не приносят ни удовольствия, ни радости, ни спокойствия. Сплошное разочарование, сплошные боевые действия, назовем это так, да, когда и больно, и страшно, но остановиться нельзя. Несчастливые вы сейчас, несчастливые. Вот кто в паре находится, счастья нет между вами. Один какой-то идет раздор и потери. Потери могут быть очень серьезные, финансовые. И потери могут быть именно по возможностям, которые человек может от жизни брать. Здесь именно в таком формате отношений, либо в этой паре, будет поставлена точка. Точка будет поставлена. Кстати, у кого-то еще треугольник может отыграться, потому что вот эта фигура мне не очень нравится. Это влияние женщины идет. Действительно, влияние женщины. Треугольник может быть как и любовный, так и треугольник между возлюбленными и, например, кого-то из семьи. Да? Чья-то мама старается, пыхтит, работает, не покладая рук, чтобы счастья не было у любящих сердец. Здесь будет одна большая точка. Но считайте, что будет гром. Гром, который сечет, разделяет и, как говорится, прахом обращает. Да? Вот выжигает все эти беды и проблемы. Не у всех, 5% отыграется, что из-за этой бури, либо благодаря этой буре, вы вынуждены, как изгнанники, будете переселиться на новое место жительства, в новые края, перейти, переехать, переплыть, возможно, перелететь также. Вот. И на новом месте, уже без помех, уже опираясь лишь только друг на друга, вы будете выстраивать счастливую семейную жизнь. Эта семейная жизнь, она начнется с появлением вашего ребеночка. Кто-то родит, а кто-то возьмет на усыновление. Возможно, возьмете из детского дома, а возможно, возьмете на воспитание. Допустим, да, возьмете воспитывать внука. Либо, может быть, кого-то из ваших родственников, да, например, сына, сестры, племянника, может быть, со стороны вашего супруга. Вот, появление ребенка все меняет. Остальные 95% вы разойдетесь. Вы разойдетесь, это будет самое правильное решение в вашей жизни. Жалеть не будете, тосковать не будете, страдать не будете. Наоборот, вы обретете свободу. Свободу действий, свободу движения, свободу в жизни.
Вот. Не бойтесь, что останетесь в одиночестве. В одиночестве вы не останетесь, потому что с правой стороны нам рисунок говорит, что счастью быть. Счастье, оно есть. С правой стороны у меня замечательная семья, 2 любящих сердца, люди, которые готовы на жертвы друг для друга, люди, которые живут в унисон, живут на одном дыхании, очень счастливые, очень обеспеченные. Ведь именно сила любви, она обеспечит вас и по финансам. Смотрите, энергетика любви и энергетика финансов очень схожи. Обычно про них говорят сестры-близняшки. Одно без другого не бывает. Вот и у вас, видите, от любви идет прирост по финансам. Вас ждет очень хорошая жизнь. У кого-то будет новое знакомство, а кто-то уже знаком со своим будущим мужем. Чего не хватает? Маленького толчка от судьбы для того, чтобы вы сошлись, поженились и были вместе. Это счастье вам на роду написано, вам в паре, в браке быть счастливым человеком. Да. Если вот здесь расстались, да, вот расстанетесь вы сейчас, там, может быть, через день, а может быть, через неделю, через месяц, то вы автоматически попадаете в правую сторону. Правая сторона, она 100% исполняется. Левая есть место для маневра, а вот правая 100% исполняется. Поэтому не переживайте и не расстраивайтесь. Вам по судьбе быть в паре, в браке и быть счастливым человеком. Так, идем дальше. Что решила судьба? Ну, здесь ключ вышел, ключ от квартиры, ключ от тайны. Ну, у кого-то отыграется жилище, собственное жилище, очень хорошее, вот именно ваше, под вас, заточено на вас. Но у кого-то открытие тайны. Тайны, которая не давала вам покоя, тайна, которая, возможно, делала вашу жизнь невыносимой, мешала, да, не давала вам развития, не давала вам успокоения. Эта тайна, она будет раскрыта. Раскрыта случайно. Либо жилье, кстати, вы тоже можете получить, либо приобрести случайно. Наследство, допустим, да, либо жилье перейдет вам от вашего супруга. Кстати, выигрыш может быть тоже, да, вы выиграли, например, в лотерею, вы купили на эти деньги жилье, либо заложили строительство собственного жилья. Это хороший знак на самом деле. Несмотря на то, что с левой стороны, вы не пугайтесь. Это именно момент неожиданности, либо прихода из неожиданного места, да, от неожиданной ситуации. Но, тем не менее, для вас это очень хорошо отыграется. Так, идем дальше. Что решила судьба? Судьба решила почистить ваше окружение. Не пугайтесь. Я вижу, что ненужные люди уйдут. Знаете, такие вот попрошайки. Попрошайки, например, денег, помощи, либо попрошайки энергии, так называемые энергетические вампиры. Они уйдут. По крайней мере, я вижу 3. 2 близко к вам находятся, а 3, ну, так-сяк, знаете, периодически появляется в вашей жизни, знаете, как урвал и убежал, урвал и убежал. А вот 2 на постоянной основе из вас тянут, либо деньги, либо энергетику. Этих людей выдворят из вашей жизни, причем в какой-то, ну, жесткой форме и как-то одномоментно, да, вот под влиянием каких-то событий, либо какое-то идет информационное поле. Вот они именно в этом информационном поле теряются. Может быть, какая-то информация поступит. Может быть, вы там, допустим, раскусили этого человека. Он узнал, что вы знаете правду и просто сделал ноги. Либо, допустим, какой-то закон придумали. Человек испугался этого закона и убежал, например, за границу. Тоже может быть. Ну, главное, что они исчезают из вашей жизни. На смену этим 3 придут 2. Не думайте, что пропорция неравная. Поверьте, эти 2 стоят 2000, а может быть и 2 миллионов. Очень 2 славных человека идут в вашу жизнь. Один из них точно женщина. Женщина старшая по возрасту, чем вы. Женщина, ну, ресурсная, назовем ее так. Она обеспеченная дама. У нее все везде схвачено, да, у нее все под контролем.
Она очень умная, она очень рассудительная и душа, невероятно красивая душа. Вот здесь вы будете дружить. И знаете, иногда дружбу сравнивают, ну вот с родством, да, говорят, мы как сестры, либо мы как братья. В данном конкретном случае это будет как мама и дочь, понимаете? Вы будете ее любить как свою маму, и она вас будет любить как свою дочь. Понятно, что никого никем заменять нельзя, это в принципе невозможно. Но вот это состояние восприятия, оно просто шикарное. Ну, представляете, у вас две мамы сразу, да? А ей, например, как, да, две дочери сразу. Очень душевные, очень теплые, очень доверительные отношения. Благодаря этой женщине вы очень раскроетесь, вы в себя поверите, и вы будете чувствовать себя в безопасности. Вот понимать, что бы со мной ни случилось, как бы там жизнь ни повернула, ни вывернула, у меня есть моя вот вторая мама, которая меня и защитит, и поможет, и поддержит. Это очень классное состояние, очень классное чувство. Вот. Второй человек, он очень какой-то профессиональный. Я не могу сказать, в чем заключается его профессия, но он настолько юркий, он настолько борзый, он настолько активный и пробивной. Этот человек очень много для вас делает, либо очень многого для вас добьется. Вот как ноги, понимаете? Ноги, которые очень быстро бегают и несут именно в том направлении, которое вам выгодно и нужно. Очень хороший человечек. Возможно, вы работать вместе будете, либо какие-то дела вместе делать, но и дружить вы будете, дружить будете крепко. Вот. Пусть не каждый день там общаться, встречаться, но тем не менее, вы друг друга очень будете любить, уважать. Так, что еще решила для вас судьба? Девочки, мальчики, в вашу жизнь вернется тот, с кем вы простились навсегда. Есть такой человек. Кто-то считает, что потерял человека, кто-то считает человека погибшим, например, да, либо какие-то новости плохие были. Кто-то рассорился в пух и прах и считает, что все, назад дороги нет. Судьба вам этого человека вернет. Вернет, пусть не сразу, после этой отсыпки, но в течение достаточно короткого времени. Да, вот если считать там года жизни, да, то время все-таки будет короткое. Человек вернется. Вернется, и у вас будет новый виток в отношениях. Старое забудется, притупится боль, которая была, там, может, боль обиды, там, предательства, либо еще каких-то нехороших вещей. Человек вернется. В порыве радости, в порыве вот этого эмоционального всплеска вы с этим человеком действительно вот как на новый уровень выйдете в отношениях. То есть отношения станут более и доверительные, и нежные, и открытые. И, знаете, как плотные, более плотные станут. Человек вернется, судьба вам вернет этого человека. Кстати, этот человек что-то должен сделать для вас. За этим человеком как долг значится. Вот. Человек вернется, чтобы какую-то службу вам сослужить, либо какое-то дело для вас сделать. И еще важный момент, не для всех, но вот кому-то отыграется. Это момент детей. Здесь у меня двое детей. Двое детей под защитой родителей. Может быть, у вас какие-то очень нехорошие диагнозы. Может быть, вы потеряли веру в то, что детки будут, либо детки, либо внуки. У каждого своя ситуация. Но судьба вам обещает двоих. Может быть, не сразу, может быть, как-то поочередно, но двоих детей я у вас вижу. По крайней мере, вы будете их любить, оберегать и растить этих детей. Вот это будет, это обязательно будет. Кстати, благодаря этим детям ваша жизнь, она станет более полноценной, и ваши годы, они продлятся. Вашего супруга, вашего партнера. Вот, достойных людей вы вырастите, достойных представителей человечества. И один из этих детей получит какую-то, известность, популярность, может быть, станет великим ученым, откроет лекарство от рака, допустим, да, либо от какой-нибудь еще худшей болячки.
Вам будет кем гордиться. Это 100%. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.